У нас звонок, у нас же прямой эфир. Да. Звонит нам зритель наш. Пожалуйста, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос гостю Николаю Воробьеву. Добрый вечер. Добрый. Я из Крыма. Я хотел бы задать вопрос Николаю Воробьеву. А почему переговоры не переведут в Будапештский формат? Когда были нарушены все основополагающие международные правила, которые установились после 1976 года. Почему Катыш не озвучит этот безъядерный статус? Спасибо. Хороший вопрос. Я просто вот Еромагаев Юрий, который был до этого, он же как раз сказал, что Украина должна настаивать сама на этих форматах. Давай, извини, вопрос тебе. Что говорят американцы? Американцы говорят, что мы соблюдаем Будапештский меморандум. Мы гарантировали Украине безопасность, мы гарантировали ее территориальную целостность, и мы продолжаем это гарантировать. То есть мне кажется, что если бы с юридической точки зрения подойти к этому вопросу, американцы сказали бы, что вот... То есть вот, тут, наверное, есть какая-то вербальная коллюзия, то, что они говорят, мы гарантировали, мы продолжаем это. Мы продолжаем настаивать на том, что Крым это Украина, что это была аннексия, и что Россия вторглась в Донбасс и тому подобное. Поэтому тут юридический момент есть. Что касается участия американцев, допустим, в том же минском формате, либо в другом, третьем там формате, то, что я слышал еще в прошлом году, они сказали, мы участвуем и так, как бы де-факто. То, чтобы де-юре там участвовала не только там Франция, Германия, Россия, Украина, еще была пятой бы Америка, ситуацию бы это в корне бы не изменило. Поэтому они говорят, ну мы и так участвуем, мы и так вовлечены, мы и так держим мне санкции. кажется, изменило бы на самом деле. Это то, что они сказали. Это я цитирую, вот, скажем так, чиновников высшего звена, которые работали, правда, они работали при Обаме. Я не знаю, вот сейчас, наверное... Вообще есть вариант, на твой взгляд, возвращения к Будапештскому, к разговору вообще о Будапештском меморандуме? Это же Крым, понятно, о чем речь идет. Крым и Донбасс тоже. Айдар, я думаю, абсолютно, и на этом нужно настаивать. Я не знаю, как это воплотить в практической площади, потому что те договоренности, на которых сейчас американцы настаивают, и другие западные союзники на Минске, они говорят, что вот. Единственное, что трактовка тут другая. Тут кто сильнее, кто быстрее перетянет канат. То есть какой пункт должен первый выполняться Минска? Первый либо второй либо пятый. Либо сначала пятый, а потом третий. То есть вот здесь вопрос. Но к Будапештскому меморандуму действительно надо настаивать. И главное, что американцы в любых разговорах, с кем я не говорил, республиканцы, демократы, они от этого не отказываются. Они не говорят, что нет, мы там не соблюдаем, либо не хотим. Да, мы гарантируем Украине эту вот безопасность и целостность, так как это написано в меморандуме, и продолжаем это делать всеми силами. Да, мы не готовы воевать ради Украины, мы в Будапештском меморандуме не говорили, что мы отправим войска в Украину, если на нее нападут, но мы гарантируем теми силами, которыми можем. А точнее оружие, санкции, международное давление и тому подобное. В общем, все, что не касается прямого участия в войне. И нельзя сказать, что они в этом не правы. Ну, что подписали, то подписали. Вот тут, наверное, скорее всего, вот юридический момент, который они сказали, вот гарантии, ну, знаешь, это гарантия. есть дух закона, есть буква вот, закона. Наверное, да, вот здесь вот такой момент. Все-таки немножко это подловато выглядит. Да. Страны великих держав, которые разоружили Украину под аплодисменты. Как украинец, я согласен с этим абсолютно, то, что, ну, можно сказать, кинули. Но, с другой стороны, наверное, тем людям с нашей стороны, кто подписывал этот документ, надо было внимательнее вчитываться и понимать, кто у нас по соседству, и немножко изучать нашу историю. Потому что то, что Россия нападет, ну, наверное, ну, знаешь, было много все-таки. Просто не все знают такую крымско-татарскую поговорку, ее знают все крымские татары. Она звучит в переводе так. Если сосед русский, держи топор под подушкой. Почти в рифму. Мы этот топор достали, отдали, стали мирными людьми. Абсолютно, конечно. Но как бы у людоедов были другие планы на гуманитариев. Вот знаете, очень важно ставить себя на место, в тот период, на место тех стран, которые подписывали даже этот меморандум. Ну, смотрите, развалился Советский Союз. Могла бы начаться какая-то гражданская война, могла бы начаться ядерная война. Американцы не ждали распада Советского Союза, это 100%. И они готовились еще там, до какой-то записка, по-моему, была в 1988 году. ЦРУ выпустила записку о том, как мы будем действовать в СССР в 2000 там, каком-то пятом году. Вопрос о внезапности событий даже тогда. Это было внезапно для американцев, для самой их наилучшей разведки. Это правда. Это могут подтвердить даже те участники этих событий. И здесь происходит падение. Украина является третьей ядерной страной мира. То есть нужно было срочно вырвать из рук украинцев, которые, я не думаю, что они были такими благонадежными для американцев, они вообще не понимали, наверное, в тот момент, кто такие украинцы. И мы помним еще этот известный chicken speech, когда Буш-старший приезжал и отговаривал Украину выходить из состава Советского Союза. Поэтому они выловили эту возможность и отлично ей воспользовались. Естественно, в своих национальных интересах, за что их сложно судить.
А то, что мы на это купились и что мы на это получили, ну, я не знаю, это debatable, как говорится. Развели ребенка. Чиновники еще, я бы не сказал, что развели, потому что чиновники мне говорили, американские, которые были, скажем так, соавторами этого меморандума, они говорили, что ну, вы бы стали Северной Кореей, у вас бы было ядерное оружие, вы бы остались сами, вам бы никто не помогал, а так мы вам там и транши давали. На самом деле это был элемент шантажа тоже такого. Возможно, да. Мягкий шантаж, если так можно сказать, дружеский типа шантаж такой. Давайте просто, я говорю, я выступаю за реал-политик, давайте реально смотреть на те события, понятно, которые что- там происходили. Поэтому то, что мы на это купились, и кто с нашей стороны, я думаю, неплохо бы этих бы людей пригласить в эту студию и допросить, как сказать, с пристрастия. Ну, мы